Опять наша столица является город Cetinje. Но вы уже знаете, как от 2003 до 2006 года это был конфедеративный союз Сербия и Черногория, и что раньше это была Югославия и раньше королевство сербов, хорватов и словенцев. Ну это вы уже знаете, да? Но это тоже другая экскурсия, называется мини-Монтенегро, где или в Cetinje Lovće Njegoši, где вы вообще побольше можете узнать про черногорскую историю. Но кого это интересует, вы просто на обратном пути вы меня можете спросить все, что вы хотите. Но я хочу сказать, что официальным языком в Черногории является, конечно, черногорский, а тоже пользуется как официальный и сербский, боснийский, хорватский и албанский. Но какая вообще разница между сербским, хорватским, боснийским языком, знаете? Но в бывшей Югославии у нас был один язык, назывался сербско-хорватский. Но так, например, я говорю на сербском, а водитель на черногорском, и мы, конечно, все понимаем друг друга нормально совсем. Просто потому, что разница есть только ударение у их или у нас есть по-другому. И так, например, на черногорском хорошо будет lijepo, на сербском lijepo, а на хорватском lipo. Или bijelo, belo, bilo, dijete, dete, dite, mlijeko, mlijeko, mlijeko и так дальше. Но здесь в Черногорию вы уже заметили, как пользуются и кириллица, и латиница. Опять из-за того, что в бывшей Югославии официально были и кириллица, и латиница. В Сербии, конечно, официально кириллица, в Хорватии, Словении латиница. Уже вы знаете, в бывшей Югославии это было 6 республик. Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Македония и Сербия. Но даже что я хотела